зал всегда наполнен. Я хочу сказать, что я зарегистрировалась 2 ноября 2018 года. Да, и когда я первый раз пришла на презентацию, у нас презентации проходили до быта. Я увидела, что ведет эту презентацию вот наша очаровательная Дура. Она, я так удивилась, стоит такая женщина, рассказывает, да, я еще подумала, надо же, и она приезжает с Мигино-Каргаласского улуса, с Майей, для нас, городских, проводить вот эту презентацию. Да? Меня это настолько удивило, потому что обычно, когда бывают какие-то вот новые проекты приходят, да, в основном это приезжают там из других городов или же городские. Да? И я стала присматриваться и следить за Дорой. Да. Я хочу сказать, что когда я сюда пришла, компьютером я владею, потому что, в принципе, у меня 20 лет работы, это в индустрии прямых продаж, да, я все это знаю, но я не увлекалась ни Фейсбуком, ни Инстаграм, меня это не интересовало. Была там ВКонтакте, у меня была там такая обычная страничка, которую я так редко что-то там забрасывала после путешествий, и потом оставляла. Вы знаете, что я хочу вам сказать? Что вы пришли все в правильное место и в правильное время. Потому что сейчас же переходный период, сейчас вы сами чувствуете, что мы уже живем в информационном веке. Да? 20 век это был эра Водолея, а сейчас в 20 век была это эра рыб, а сейчас 21 век это эра Водолея. Что значит? Это информационный век. И вот те люди, которые будут на пульсе держать событий свою руку, да, они будут, знаете как на волне. Вот вы видели вот этих парней, которые по волнам вот так серфинг? Они не только там двигаются, они получают удовольствие, а другие стоят на берегу. Я видела, когда вот я в Индии была, там, да, эти волны, человек видит, который живет не возле моря, я боялась этих волн, и я зашла только на 5-й день, потому что я знаю, уже через неделю мы уезжаем. Вот чтобы а море было вот такое. Но тем не менее, потом мы научились, как поплавки, вот там волна идет вот такая чуть ли не двухэтажная. Оказывается, там есть специальный способ, что ты вот так должна подпрыгнуть, и она тебя поднимает. Да? Вот смотрите, что происходит. Очень многие люди стоят на берегу и наблюдают. Они боятся вот этих волн. Как я там тогда во время путешествия. Да? Но я стояла и зачарованно там смотрела, в основном мужчины там. Они прямо я думаю, как они не боятся, они там все. И потом, как дети выбегают, такие радостные, полны жизни. Вот это и есть жизнь. И вот здесь действительно всегда говорит Андрей Шаура. Здесь жизнь при жизни. Да. А многие как живут? Они не живут, они существуют. И они спят, потому что они постоянно говорят, ой, а вдруг там неправильно, я не буду там слушать, я посмотрю за вами. А вдруг там еще что-то, я тоже посмотрю. Да? И вот так проходит жизнь, понимаете? И я хочу вам сказать, что время – это самый такой ресурс ценный. Он не то, что ценный, он бесценный. Бесценный. Он уходит. Вот этот день пройдет, 24 часа пройдут, и никто вам их не добавит. А наше клеточное питание может добавить. Потому что действительно, когда я была в Иркутске и сказали, что эти капсулы клеточного питания вам дадут дополнительное время. Это говорил Андрей Шаура со сцены. И я подумала, дополнительное время, но если человеку по генетическому типу, там, в его среде, уже уготовано прожить там 76 лет, допустим, да, то значит дополнительное время, наверное, ему 10 лет добавится, он будет пить капсулу, и будет 86 лет. Но оказалось все по-другому. Когда я стала принимать капсулы, я заметила... я сначала скажу, как я сюда зашла. Зашла я благодаря своей маме. Моей маме 80 лет, и она страдает уже не 10, а уже 12 лет, как она страдает ревматоидным полиартритом.
И вот с этим полиартритом, вы знаете, какое это заболевание? Это аутоиммунное заболевание, которое оно не лечится. Только вот сколько я вот в больнице ложила, консультировались, сколько ей уколов назначали, у нее постоянно во время вот этих курсов повышалось давление, обострялась проблемы с желудком, начиналось у нее головокружение, появлялась рассеянность. Я лучше врачей не бывает, но я по специальности травматолог-ортопед, хотя я почти уже большую деятельность проработала как предприниматель. 7 лет проработала я травматологом-ортопедом. Вот. И я, наблюдая вот за этим лечением, читая вот столько пунктов побочных эффектов, я своему самому родному человеку говорю: мама, давай мы не будем эти уколы покупать и не будем делать. Но вы знаете, как пожилые люди у нас устроены. Вот ты нехорошая дочь, ты вот, мне вот такой список хороший врач назначил, а ты, значит, деньги жалеешь, вот тебе моя пенсия, я своего рубля не возьму, купи да купи. Вот у нас вот такое было. Ну, я шла, и, представляете, вот эти 11 тысяч я, все прописанное, покупала, скрипя сердцем. Ну как, дома же меня встречают уже как плохую дочку, уже даже могут и на порог не пустить. Вот, чтобы я уже лишить посещений, да. И вот, значит, вот эти побочные эффекты были, и как только она курс отменяла, я почему хочу обострить внимание, потому что курс она применяла, головокружения у нее уходили, ну, значит, это у нее побочный эффект был от лекарств, правильно? Желудочно-кишечный тракт восстанавливался, значит, давление тоже более-менее нормализировалось. И только потом, вот я говорила, вот видишь, мама, ты уже как 10 дней ни уколы не получаешь, таблетки не пьешь, и у тебя уже более-менее такое стабильное состояние. Не скажу, что она выздоровела. Поэтому говорю, вот эти химические препараты в наше новое время, да, при хронических заболеваниях, 10 раз подумайте, чтобы травить свой организм. И вот почему моя история, что я ушла после 7 лет работы врачом. Потому что, я тогда по молодости была максималистка, но я видела все эти закулисные вещи, когда, и даже врачи говорят, ну да, одно лечим, другое калечим. Лечим, назначаем сильные лекарства от сердца, у человека начинает не выдерживать печень. И что врач делает? Спокойно направление к гепатологу. Идите теперь с почки к нефрологу, потому что почки уже пошли в напряг, идите там учить. Или же лечит печень, сказывается на сердце. Ой, у меня появляются боли в сердце. Ну идите к кардиологу. Хотя читаешь вот эти истории болезней и видишь, действительно это все уже как бы наработанное. Вот в каком состоянии находится медицина. Я очень рада, что с такой большой сцены, вот кто не был, но кто был, по видеозаписи посмотрите, наш уважаемый Максим Архипов. Нам очень повезло, что он здесь с нами вместе, да, приветствуется. Я тоже врач, но мой стаж только 7 лет. Я потом оттуда сделала ножки, потому что, во-первых, зарплата маленькая, во-вторых, ты смотришь и видишь, что ты просто руку тоже прилагаешь к чему-то такому, что оно не очень качественное. Вот, я хочу сказать насчет своей мамы, что когда она стала принимать клеточные питания, конечно, организм зашлакован, 80 лет, естественно, у нее обострение пошло. Так что к этому будьте готовы, мы все равно продолжаем это пить, и сейчас у нее обострение меньше. Но что я заметила? Я заметила, что у меня мама козерог, она меня постоянно контролировала раньше, да, и говорила, ты сделала, там, отчиталась в налоговой инспекции, ты что-то сделала, продажи, как у тебя идут, вот типа такого, да, звонки были. Вот это сейчас вернулось, теперь я стала маминой дочкой, да. Я очень рада, что у меня теперь такая мама, как в молодости. Я прихожу, она уже мне чай ставит, все такое. Вот, очень хорошо чувствовать. Да, хоть у нее руки болят, да, но тем не менее она уже относится ко мне. Вот все эти 7 лет была я для нее мамой, когда родители становятся старыми, дети становятся их родителями, правильно? Они там им помогают, что-то. Но мне нравится, что у нее такой возраст, 80 лет, и у меня есть мамочка, я уже мамина дочка стала. Поэтому я вам всем желаю, те, кто первый
хорошие отзывы услышали, да. Видите, как меняются люди. Это очень, вот танцуют на площади уже. Почему я вытащила вот этот кадр, да, и она мне звонит, да, оказывается, звезда из Инстаграма говорит, ты даже где-то танцевала. Это где ты была? Посмотрите, вот наши гости приезжали, мы поехали в город. Ага, включи. Перед нами стоит